Мы, конечно, все верим, что те ребята, которые сегодня будут стоять на сцене, это наши будущие настоящие звезды. Но я ужасно рада, что в 10 утра в среду в Министерстве культуры настоящие звезды в зале. Это наши эксперты, которые сегодня нашли время в своем невероятном, слава богу, съемочном графике, слава богу, продюсерской деятельности. Все свои встречи растащили и приехали смотреть нашу «Скалу Совета». Сегодня выйдут самые лучшие «Маугли», самые лучшие 88 проектов, которые отобрали самые лучшие эксперты в этой стране, которые наконец-то читают все сценарии, пишут отклики, длинные, яркие, интересные. Это невероятно важно, потому что мы понимаем, что вот это наше будущее, это те ребята, которые сегодня, может быть, голос еще будет трястись, Ваня Кудрявцев будет на них ругаться, что они не укладываются в 7 минут, но потом они будут не укладываться в свои первые смены, у них будут переработки, а потом они не будут не укладываться в 365 дней, они все будут съемочные, потому что вы их всех растащите, они будут прекрасными режиссерами, мы в это абсолютно искренне верим. Я ужасно переживаю, когда питчинги. Самое страшное — говорить «нет». Тем, кто говоришь «да», радостно убегают. Это как 11 класс, ты больше их не видишь, потом уже видишь на премьере. Те, кто остаются, это слезы и переживания, что за них и вместе с ними, что в этом году они не лучшие. Мы очень постараемся все вместе выбрать тех самых наших главных, дорогих, которых мы поведем дальше. Ну а пока новые проекты. Поздравляю вас с этим. Давайте смотреть вместе. Спасибо большое. Ингушская национальная киностудия представляет проект «Письмо». Здравствуйте. Доброе утро. Большая честь сегодня первыми выступать перед уважаемыми экспертами. Меня зовут Амур Амирханов, я режиссер, сценарист. Александр Юбко, наш исполнительный продюсер. Мы представляем проект полнометражной кинокартины «Письмо». Пожалуйста. Молодой хирург, онколог, сопровождает группу коммунистов ЧССР, везущих письмо Леониду Ильичу Брежневу в 1972 году. В письме указаны факты нарушения ленинской национальной политики по отношению к бывшим депортированным. После возвращения из ссылки дома их заняты другими, кладбища разрушены, существуют ограничения по приему в институты и на работу. В группе коммунистов несколько человек: герой Великой Отечественной войны, народный писатель, бывший руководитель района, историк, хирург, перспективный специалист, секретарь партячейки в больнице. У него жена и 2 больных детей. Местный обком партии разворачивает большую игру по перехвату письма. Письмо по трагической случайности оказывается в руках у хирурга. Согласие на участие в картине дал Юрий Вениаминович Шлыков, народный артист РФ. Мы будем вести переговоры с Полиной Агуреевой. На главную роль пробуется актер театра Жигарханяна Ибрагим Гагиев и выпускник театрального института имени Щукина Гурам Квициния. Визуальным решением мы будем использовать стороннее наблюдение, иногда отстраняясь от самого хода истории. Мы будем использовать фрейминг, зажимая наших персонажей в тиски, из которых они должны выбраться. Будем использовать глубинное мизансценирование, а также съемки объекта в отражении. Мы не ищем и не создаем точных реплик советского Грозного 70-х и Казахстана 40-х. В наших локациях важны контрапункты и метафоры происходящего в сцене по смыслу. В нашем условном городе трагичное и комичное находятся рядом, как на карте квеста, который необходимо пройти. Казахстанская часть истории – это свобода, которая маячит за Рубиконом. Рубикон охраняет золотой бюст Ленина, стоящий при выезде из поселка для спецпереселенцев. Как и в детской памяти, локации Казахстана – это островки в остальном забытом пространстве вокруг, подчеркивающие одиночество и бескрайние, как степь, воспоминания. Художник по костюмам отсматривает многочисленные семейные архивы, фото, публицистику. Если казахстанское время – это время голодных детей спецпереселенцев, то советское время 70-х – это время новой индивидуальности в жизни советского человека. Конечно, мы учитываем, что костюмы – это продолжение характера и образа персонажей.
Саундтрек нашей картины будет оригинальным. Мы будем сотрудничать с композиторами кино. Мы будем обращаться к испанской группе калибра 35. Будем использовать национальные ингушские инструменты. Согласие на звучание песен Владимира Высоцкого в картине дал Никита Высоцкий. Драматургия нашей картины разделена на две части. Первая часть, детективная, разворачивается на фоне города советской эпохи и перемежается воспоминаниями главного героя о казахстанском детстве. Вторая часть, финальная, короткая, поднимает историю в сферу эпической драмы о выборе человека и месте человека в этом мире. Проект полнометражной кинокартины «Письмо» завоевал первое место на кинофоруме СКФО, организованном молодежным отделением Союза кинематографистов России. Художественный руководитель проекта Михаил Леонидович Агранович. Нами полностью собрана команда для кинопроизводства, работавшая над первым профессиональным ингушским кино «Сайтисын Зоули», победителем около 10 российских и международных кинофестивалей. Поддержка в реализации проекта нам обещана главой Республики Ингушетия, Министерством культуры Республики Ингушетия, Министерством культуры Карачаево-Черкесии, молодежным отделением Союза кинематографистов РФ. 12 апреля 2021 года президент России Владимир Владимирович Путин издал указ о праздновании 100-летия Республики Ингушетия. Глава оргкомитета по празднованию, министр культуры Ольга Борисовна Любимова. Полнометражная картина «Письмо» будет повествовать о драматичных событиях в жизни ингушского народа на пути к восстановлению собственной республики в составе России. Мы надеемся, что наша кинокартина «Письмо» станет большим национальным проектом, который будет нести и просветительские функции. Для этого мы будем привлекать творческую и креативную молодежь Северного Кавказа для ее реализации. Непосредственное участие, обучение и практика на нашем проекте под руководством опытных профессионалов мира кино. И вот еще один из инструментов для создания и развития потенциала творческой молодежи, для привлечения ее к созданию основ национального кинематографа. Таким образом, кинокартина «Письмо» еще на этапе съемок будет примером патриотизма и консолидации общества, а после выхода на экраны послужит пропаганде любви к своей родине, сохранению традиционных семейных ценностей нашей страны. Спасибо за внимание. Спасибо за презентацию. Пожалуйста, вопросы, уважаемые эксперты. Вопросов нет. Неужели?